Didžiosios Vilniaus kontrolės centro valdybos pirmininkas. Mes pavasarį sužinoję šitą problemą, kiek įmanomai stengiamės sustabdyti šitą procesą. Kvietėm žurnalistus iš Baltijos televizijos, buvo ir Lietuvos žinių straipsniai ir kiek įmanomai šitą dalyką teko, kaip sakant, prisidėti sustabdant. Tačiau aš labai džiaugiuosi deputato Paleckio iniciatyvą, nes mums reikia padaryti dar du darbus. Ne tik, kad užplombuoti, bet esmė yra padaryti tai, kad būtų visuomeninė kontrolė. Чтобы был общественный контроль над этой проблемой. Чтобы представители инициативной группы Вильнюс Энергия позвала посмотреть вместе, что там такое. Потому что никто там этого из простых людей не видел. Это одно. Второе, что обязательно надо, чтобы этот кокс отсюда убрали обратно на то место, откуда его привезли. Браво. Это самое главное, что для нас есть. И я думаю, что точно это уже первое такое массовое собрание, но если, скажем, дать им определенное время в Вильнюс Энергии, не знаю, месяц или какое-то другое время, чтобы они наши условия приняли, и общественный контроль был бы, то можно с ними говорить. Но если через это время чего-то не будет, я думаю, что надо созывать еще более массовые собрания людей, чтобы точно показать им, кто здесь Новой Вильны хозяин. Или Вильнюс Энергия, Дальки, Рубикон, или мы, местные жители. Петиция, которую вы многие видели, да? И тем более, что нету у нас никого здесь из представителей то ли Вильнюс Энергии, то ли котельной этой, отнести им эту петицию, потому что оно очень плохо с их стороны, что никто не пришел, потому что они, если здесь был Гаутас Лейдимас, вот насчет митинга, они обязаны были знать. Как вот смотрите, сколько здесь полиции, видите? Все знают. Так и Вильнюс Энергия знает, что здесь такой митинг, и здесь такое мероприятие, и здесь такие цели наши. То я предлагаю отнести эту петицию. И вот то, что говорил житель Новой Вильны, вы посмотрите хорошо на котельную, смотрите, дым куда идет. Я вам могу рассказать, это Вея Роза, как это по-русски? Роза ветров. Самый первый, как говорится, вот что она заденет. Она заденет вот эти 9-этажки. И вот 3 дома, вот смотрите, вот внутрь, первые эти все дома, до школы. Но я не говорю об улице Карклу, где там частные дома. Все. Улица Куратку. Другое направление туда. Все Прамунес и Койлавичев гатля. Подумайте, ведь не только мы здесь живем, но и наши родня, друзья, все такие. Нужно, как говорится, бороться за всех, не за себя. Заместитель председателя Социалистического народного фронта Антана Залецкас, заместитель по протестному движению. Пожалуйста. Уважаемые собравшиеся на митинг, я русским языком говорю, но тогда будет гораздо продлиться речь, так я, с вашего позволения, буду говорить на литовском языке. Я представитель, как говорил уважаемый председатель Палецкис, с Каунаса, и Литва поддерживает все требования, которые вылагают люди. Bet man yra be galo malonu matyti žmonės, kurie yra nebejingi savo likimui ir savo galbūt jau per vėlų kalbėti, bet būsimom kartom, vaikam ir anūkam. Pažiūrėkime, ką daro dabartinė valdžia, kokia jinai valdžia. Tai išimta mūsų per neapdairumą, neapsižiūrėjimą. Ir jie dabar skaitosi ponai, kieno sąskaita ponai. Jeigu jie ateis su savo kapitalu, prašau, ponauk, bet jie atėjo jūsų visų pagrobtais pinigais,
statytom katilinėm ir jie dabar disponuoja, nežiūrėdami į nieką. Juk ir šiandien, pažiūrėkite, susirinkom žmonės, ar jie atkreipia dėmesį, paleido traktorių, kad burks, gadink. Bet aš manau, mes išgirsime vienas kitą ir pakalbėsime, kas yra pas mus Lietuvoje daroma. Paimkime Vilniaus merą Navicką. Na jau žmogus tiek susikompromitavo, bent garbės turėtų ir sakytų, vejat mane, aš jau tikrai išeisiu. Ne, jis dar nori prabūti, atimti paskutinį, ką galima, subprivatizuoti, tai yra Kalvarijų turgus ir matomai daug dar yra objektų, kurie dar neužgrobė. Tad aš vieną tik tai prašau, žmonės, būkime budrus ir jeigu daromas mitingas, daromas piketas, jūsų dalyvavimas užtikrins demokratiją Lietuvoje, ko pasiekoje mes nereikės mums ten sakyti, kad Švedijoje yra socialistinis teisingumas. Mes jį turime sukurti Lietuvoje, čia ir šiandien. Taipgi, aš palaikau peticiją ir nesibaidykim socialistinio liaudies fronto. Tai jisai yra jūsų partija ir mes dar kartą partijos vardu kviečiu visus, junkimės, būkime kartu, nes mes susijungę daugiau laimėsime, ne pavieniai. Aš matau, čia yra žmonių, kurie irgi ten piketuoja, būna ir kai šiandien pasakyta, va taik ten kalbėk, daryk, ne, nu tai ką aš čia eisiu ir darysiu. Dar kartą sakau, neieškokime tribūnos savo kailiui, savo pragyvenimui, bet darykime tėvyniai, Lietuvai ir tautai visame pasaulyje. Juk paimkime mūsų pirmininką Algirdą Paleckį. Jisai visko turėjo, suprantat, visko, buvo Seime, viską. Ir vardan jūsų, jis šiandien šala kartu su jumis. Tai ar ne pavyzdys, kad žmonės ateina ne vogt, ne grobt, bet būti su jumis ir ginti jūsų interesus. Kas liečia katilinę, mes nesakome klai, uždarykite. Mes reikalaujame, ištirkite, ar tai yra sveika žmonėms, ar tai bus sveika ateičiai žmonių, jaunajai kartai. Jie nenori girdėti. Aš siūlyčiau ir prašau jūsų, dabar mes kalbam, deklaruojam, bet ateit turi laikas, kai mes savo kūnais turime uždaryti duris ir neleisti. Ir jeigu mūsų susirinks daug, mes nugalėsime ir ponam oligarcham pasakysim, gana vogti ir naikinti tautą. Затронута тема. Сейчас скоро люди получат счета за отопление и придется ахнуть. Поэтому мы всех приглашаем на митинг, где-то будет в ноябре месяце. Следите за нашими объявлениями. Митинг в центре Вильнюса. Мы еще отдельно об этом объявим. Надо делать общий, я призываю другие движения присоединяться, делать общий митинг против драконических цен на отопление. Потому что, когда заплатишь за отопление, уже не остается ничего, как вы знаете, из прошлой зимы. Это будет где-то в середине ноября, смотрите за нашими объявлениями. Все смотрите телевидение, знаете, там та же самая проблема. У них свой Рубикон, своя Дальки. Они собрались вместе, нажали на самоуправление, и самоуправление расторгнуло договор с ихним Рубиконом. Поэтому врут те, которые говорят, что нельзя расторгнуть договор с Дальки. Это все возможно, потому что я как члену самоуправления говорю, что полно нарушений со стороны Дальки. Они никаких инвестиций не делают. Они все, что зарабатывают, они берут только как свои дивиденды. Поэтому солидаризуюсь и тоже повторяю, что мы за то, чтобы расторгнуть вот этот договор. И тогда Вильнюс Энергия будет в наших руках. И они не смогут вот так нас отградить себя от народа. Мы сможем зайти и проверить. Я предлагаю тоже, что Эдмунд Якубович предлагал, и, значит, та петицию, которая у вас есть на руках, и дополнить ее несколькими предложениями. Во-первых, потребовать общественного контроля, то есть допустить наших представителей к этим резервуарам и воочию убедиться, что там за топливо. А два, дать им 2 недели именно для этого, чтобы они за 2 недели пустили нас туда,
запломбировали, соответственно, эти все краны и даем на это 2 недели. Согласны вы? Согласны! Правильно. А мы оповестим вас, как пройдут эти 2 недели, и если ничего не произойдет, тогда опять вас соберем сюда. Но приходите, пожалуйста, побольше, чтобы еще больше. Сегодня уже неплохо, но чтобы было еще больше. А сейчас тогда, если... еще Антона Залесов, последнее слово, и потом мы отнесем петицию представителям Вильнюс-Энергии. Поодиночке не решит это. Но сейчас Tai nuvažiuokite Jačionių gatvę į kur? Jačionių 13. Ten perduokit. Čia, sakau, galima būtų eiti, tačiau vyksta statybos, jūs matot. Paprasčiausia dėl jūsų pačių saugumo. Maža kas paskui atsitiks, nes... O jeigu šalmus mums duotumėt? Mes šalmų neturime. Neturiu aš kiek šalmų, kad aprūpinčiau. Bet jūs be šalmo. O jūs galit pakviesti kažką tai iš atstovų, kurie yra katiliniai vadovauja? Galima be komentarų visų. Ne, nu Jeigu prašom. jūs norit su vadovybė, prašau, nuvažiuokite į Jačionių 13.